Дорогие друзья, великий литературный критик, писатель, публицист Виссарион Григорьевич Белинский писал: «Книга есть жизнь нашего времени. В ней нуждаются и старые, и малые. Книга учит мыслить, учит говорить, учит понимать людей. Книга – это помощник в работе, товарищ в отдыхе, попутчик и советчик». Предлагаем вашему вниманию ролик анонс. Внимание! К нам новая книга пришла, в котором мы расскажем о новинках, поступивших в нашу библиотеку. «Ферма» – дебютный роман талантливой писательницы Джоан Рамос. В современном мире, где все насквозь пропиталось потребительством, каждый стоит перед выбором, который может стать судьбоносным. Если у тебя есть деньги, не обязательно портить фигуру, подрывать здоровье и жертвовать карьерой ради беременности. Найдутся те, кто сделает это за тебя. Иммигрантка с Филиппин Джейн решила стать суррогатной матерью, чтобы обеспечить лучшую жизнь своей дочери. На ферме, куда ее поселили в ожидании рождения чужого ребенка, Джейн предоставлены лучшие условия. Но лишенная возможности покидать территорию, она тревожится за свою дочь. Ей кажется, что жизнь девочки в опасности. На какие жертвы готовы идти женщины, чтобы обеспечить безбедную жизнь своим детям? Это уникальная история о любви, жизненном выборе и переживаниях, о безмерной жестокости и робком дыхании надежды. Для любителей захватывающих драматических произведений с элементами триллера и детектива представляем книгу французского писателя Гийома Мюссо «После». Основные события разворачиваются в Нью-Йорке. Успешный адвокат Натан Дель Амико с головой погружается в работу, все больше отдаляясь от своей семьи. Однажды в его кабинете появляется таинственный незнакомец, утверждающий, что сможет предсказать дату смерти любого человека. С этого дня Натан становится невольным свидетелем фатальных и пугающих событий. Перед ним возникает множество вопросов. Что делать, когда знаешь, что тебе осталось немного? Когда понимаешь, что все, чем ты был занят, не имеет смысла? Когда имеет значение лишь одно – кто будет с тобой и с кем будешь ты? С кем ты хочешь провести отведенное тебе время и кого ты можешь сделать счастливым? Весь этот путь предстоит прожить главному герою и остаться верным и преданным своим жизненным принципам. Автор книги убежден, что основной навык писателя – это умение увлечь читателя. В книгах он создает собственный мир, в котором будет интересно ему самому, а значит и читателю, увлекая других своими фантазиями. Если вы хотите раскрыть свой потенциал, бросить вызов своему мышлению, воодушевить свое сердце и достичь своей истинной цели, то представляем вашему вниманию новинку «Верь себе, интуиция сильнее советов» американской писательницы Джейми Кэрон Лима. Вас познакомят с судьбой женщины, которая смогла основать компанию IT Cosmetics в своей гостиной, превратив ее в крупнейший бренд элитной косметики в стране и продать его марке L'Oréal за $1 миллиард. Автор делится своими личными и профессиональными уроками, которые она извлекла из некоторых действительно трудных, болезненных падений, а также почти невероятных сказочных взлетов. Книга поможет вам узнать, как следовать своей интуиции и рисковать, что важно быть храбрым, а не нравиться всем, и как перестать недооценивать себя. Следующая новинка – роман «Антиутопия» американской писательницы Айн Рэнд «Атлант расправил плечи». В основе книги лежит концепция Атланта, которая олицетворяет символ индивидуальности и творческой силы, способной преодолевать любые трудности и препятствия, достигать успеха в жизни и в бизнесе. Это символ свободного и независимого человека, который принимает решения, основанные на собственном мировоззрении, а не на общепринятых стандартах. Главные роли распределены между следующими персонажами, которые воплощают концепцию Атланта. Хэнк Риарден – руководитель компании по производству металлических конструкций, в частности железнодорожных рельсов. Пример настоящего руководителя, фанат своего дела, который заботится о благополучии бизнеса, сотрудников и клиентов. Надежный человек жестких принципов. Дагни Таггерт
управляющий директор одной из ведущих транспортных компаний в мире, сильная женщина, которая в условиях жесткой конкуренции и внутренних междоусобиц борется за компанию и качество осуществляемых железнодорожных перевозок. Джон Голд – гениальный инженер и изобретатель. Он утверждает, что индивидуальность и творческий потенциал каждого человека – это основа прогресса общества, поэтому старается защитить способных людей и оградить от тех, кто ценит только посредственность и равные возможности. Главные герои не ждут подарков от жизни, они сами в состоянии взять все, что им причитается. Но какова цена? Всегда ли цель оправдывает средства? И если идеал каждого человека – это собственное счастье, то возможно ли счастье для всех? Эта книга, меняющая мировоззрение. Она формирует целостное видение мира и дает ответы на вопросы о смысле человеческой жизни и общественном значении предпринимательства. Многие наши читатели наверняка уже знакомы с одной из самых популярных российских писательниц Анной Малышевой. Ее произведения мастерски удерживают внимание читателя до последней строчки, увлекают своими сюжетами и заставляют переживать за героев. По ее многим романам сняты популярные телевизионные сериалы. Среди них есть и наша новинка. Книга называется «Суфлер». Распознавать подделки, отличать подлинник от фальшивки – это главное дело в жизни героини детектива. И настанет день, когда это умение становится вопросом жизни и смерти. Чувство интриги и сопереживания будут вас сопровождать на протяжении всего сюжета. Информация, почерпнутая из книг, применима в реальности и может повлиять на качество жизни, обогатить опыт, предостеречь от ошибок. Хорошая книга часто поднимает на более высокий эмоциональный уровень, и на этой волне для нас открываются новые возможности. Чтение – это способ получить знания в тех областях, в которых вы хотели бы развиваться и совершенствоваться, а представленные новинки помогут вам в ваших начинаниях. Ждем вас за новыми книгами по адресу улица Павла Корчагина, 101, библиотека филиал номер 6. Спасибо за внимание.